Ассаляму алейкум, урмитли джилер. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Асрикли Лейла. Аваков Аланду не смейте указывать нам, сообщает корреспондент.нет. Глава МВД Арсен Аваков возмущен заявлением президента Франции Франсуа Олланда о проведении выборов на Донбассе. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на слова президента Франции Франсуа Олланда о выборах на Донбассе. Ваши предложения и трактовки урегулирования войны на Донбассе неприемлемы и возмутительны для любого настоящего украинца. Уступив Путину Украину, вы потеряете Европу, потеряете собственные свободы. Не тешьте себя иллюзиями, создайте реальный антипутинский демократический фронт свободных людей и не умиротворяйте агрессора, написал Аваков на своей странице в Facebook. И я говорю вам, господин Олланд, не смейте указывать нам отдавать территорию Украины и миллионы жизней наших граждан под путинский режим, потому что так вам кажется удобным, заявил глава МВД. Напомним, французский президент Франсуа Олланд заявил, что на Донбассе сперва нужно провести местные выборы, и лишь затем Украине следует возвращать контроль над границей. На днях нардеп Мустафа Наем заявил, что Украине навязывают жесткий Минск-2. В частности, предлагают принять закон о выборах на Донбассе сразу после окончания развода сил без восстановления контроля над границей. В Крыму члены регионального меджлиса обвинили в сепаратизме, сообщается на сайте «Новое время». В отношении членов феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова в Крыму открыли уголовное дело за сепаратизм, сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передала «Украинская правда». Кроме всего прочего, следователь ФСБ не захотел сразу вручить нам копию постановления о возбуждении уголовного дела и хотел отобрать подписку о неразглашении данных следствия у Кадырова. На данный момент после первого допроса у Сулеймана Кадырова нет постановления о возбуждении против него дела. Этот факт существенно нарушает право Кадырова на защиту, написал он. Также, по словам Курбединова, не все ясно и с проведением обыска у Кадырова, который проходил под эгидой каких-то оперативных мероприятий. Кроме того, заместитель главы меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял сообщил, что его, а также еще 3 членов меджлиса вызвали на допросы в ФСБ по делу Ильми Умерова. Членам меджлиса крымско-татарского народа Нариману Джилялу, Ильме Ванилевой, Ильмару Юнусову, Мустафе Маушеву вручили повестки о вызове на допрос к следователю ФСБ Игорю Скрипке в деле Ильми Умерова в качестве свидетелей, отметил он. Очередные обыски в домах крымских татар, сообщается на сайте Куреш.Инфо. В аннексированном Крыму в селе Строгановка Симферопольского района проходят обыски одновременно в нескольких семьях, соблюдающих мусульман крымских татар. Об этом заявляет адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook. Обыски в селе Строгановка Симферопольского района. Выезжаем с Эдемом Семигляевым и коллегами на место. По первичной информации, как минимум в домах 3 крымско-татарских семей сейчас находятся сотрудники спецслужб. Также Эмиль Курбединов допускает, что в отношении них может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в участии Хизбут-Тахрир. Судя по тому, что обыски у соблюдающих мусульман крымских татар, некоторые из которых недавно вернулись с хаджа, паломничества, дело будет по обвинению в участии Хизбут-Тахрир. Больше новостей на сайте Куреш.Инфо. Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Асрикли Лейла. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Оставайтесь с нами.